Чаныбзела кыреп сохтели қопшчам. Ашуксры чанаху яразна кайферх яраххахи яйвайт. Усаныкха ахамыха қоқызто кондитерча ирызгуп яхабе дыратыра. Алена, аханат бҳалагабнас шәыззымдыр уарзы, аха урҭ рҩызцәа уажәшьҭа иҟаӡам ҳәа сгәы иаанагоит, избан аха-амыхакәа, насгьы шаҟа шықәсаӡои абас ачыс шәҵуеижьҭеи? Ачыс ҵуеижьҭеи уажәшьҭа иҵуеит аашықәса. Аԥсны сыззымдыруа анымхазар ҟалап, избан акәзар ирацәаны аус ҳуеит, еиҳарак ачарақәа, аныҳәақәа дуқәа раан, иргәаԥхоит, ауаа иаҿарҵоит. Раԥхьа сзалагаз аԥсҭазаара убыс иҟалеит, акы салагартә еиԥш. Схәыцит, сеиҭахәыцит сызлагари ҳәа, аҵыхәтәан схәыҷаахыс есымшагьы бзиа избон ачыс. Убри ала убыс сыӡбеит, салагап, иҟало збап ҳәа. Салагеит, хәыҷы-хәыҷла иаҿазҵозгьы рацәахеит. Убыс аашықәса аусура саҿу. Раԥхьаӡа салагеит сыԥшәмеи сареи схәыҷқәеи. Ҳаҩны ҳхатә ҩны ҳамаӡамызт, иалаҳхуан ауҭах, хәыҷык иаҳцәыцәгьан аамҭа, хәыҷык акәым, даараӡагьы иаҳцәыцәгьан. Убра ҿык ала иалхыз ауҭах аҿы схы иаӡбан, убри алоуп, уброуп сахьалагазгьы. Раԥхьа мызкахьы заказк акәын исымаз, иаҿазҵазгьы рацәаӡамызт, усҟан аинстаграмгьы сымаӡамызт, аҭел иахәҭазгьы сымаӡамызт. Нас хәыҷы-хәыҷла ауаа сырдыруа ианалага, арахь ақалақь азааигәара адгьыл ҿыцак аасхәан, аҩны сыргылан, убри аҩнаҿы иҟасҵеит схатә цех ачыс ахьызӡуа. Ус акәзар раԥхьаӡа шәаналагоз абри ԥарак раҳатәуп ҳәа ауп шәшалагаз. Иахьа? Иахьа уажәшьҭа исҳәар сылшоит, аус зуеит ауаа ргәы иахәандаз ҳәа. Уи са сзы даарак раҵанакуеит, избанзар ауаҩы ԥара хшәааны учыс аниго, мамзаргьы ҳамҭасгьы ауаҩы ианиуҭо, асасцәагьы ргәаԥхар уҭахуп, иаргьы игәаԥхар уҭахуп, инихыз аԥарагьы ишԥасҳәари, гәыԥсык ала идикылар учыс. Ус иара сынтәа шықәс ҿыц аламҭалаз иаҿарҵо ирҭаху иҳауааԥсыра еиҳараӡак. Есымша ирҭахуп зегь хаан иҟауҵарц азыҳәан. Ус иаҳҵоит асарди, убри асарди иара торт асахьа аҭаны иҟаҳҵоит, убра быжьба абахкы ыҟоуп. Ауаҩы иаҳарак убри аҿарҵоит, избан акәзар аҭаацәараҿы аӡәы ацха змоу бзиа ибоит, аӡәы бисквит иалху бзиа ибоит, аӡәы иаҳа песочка ҳәа изышьҭоу бзиа ибоит, аӡәы шоколад бзиа ибоит. Убри азы дуқәа анааигәахо шаҟа ус шәуеи? Ирацәоума шәусурҭа ишԥаҟоу? Аныҳәа дуқәа уажәы иашан иуҳәозар, ҳара ҳзыҳәан аныҳәа дуқәа рымацара акәымкәагьы, ус ԥсшьара мшқәа ныҟәагьы ианакәызаалакгьы ҳара ҳусура даара ирацәоуп. Аус ҳуеит асааҭ ҩбанӡа, хԥанӡа, нас ашьыжь асааҭ быжьба рзы угылароуп, аԥхын асааҭ хәба рзы угылароуп. Убыс иалҵуеит, уахык хԥа-ԥшьба сааҭ еиҳаны сзыцәаӡом. Убыс есымша. Аашықәса ус зуеит, макьана ҳнапы бжьы ҳамхыц, излаҳалшо ала иаҭаху амаҭәархәгьы ахаҭа бзиара ҳараку, аҳхәыц хаҭа бзиара ҳараку, убри азы макьана иацаҳҵоит ҳаклиентцәа, аха иагҳархаӡом. Алена, ари аус аҟны ишәыцхраауада шаҟаҩык шәыҟоу иара? Ари аус аҿы исыцхраауа рацәаҩуп, аха сара убыс сыҟазшьоуп, исҭахым ауаҩы даазгаӡом. Ауаҩы игәы ҳалалзароуп, ауаҩы аччара ахәмарра бзиа ибозароуп, ауаҩы сара сус, сара сышызнеиуа еиԥш, убыс иаргьы дазнеироуп. Ус дааины баша ԥара рҳаны аҩныҟа сцеит ҳәа ауаҩы сааигәара даазгаӡом. Абри сиралоуп, ус еицаҳуеит кыр шықәса. Ҳаиуацәаӡам, аха бзиа даара дызбоит, аџьабаа лбоит.
уи лыдагьы араҵәҟьа саҳәшьцәа ус сыцыруеит, сҩызцәа ус сыцыруеит, еиҳарак аус утәаны рацәоу быжьҩык аҩык аус ҳуеит, аха еиҳарак ҳара ҳҩыџьа ҳауп аус зуа. Сира, обычный день кондитера, как вы начинаете? Обычный день кондитера начинаем с кофе. Потом начинаем мы уже оформление. У нас методики с вечера все собираем. Оформляем все по времени, все по записи у нас. Только на заказ мы работаем. Бывает много, бывает в среднем, мало не бывает. Например? Например, бывает день 10, 15, 20 тортиков. Я в основном пеку. Алена делает крема, мажет сама, все оформляет сама. Пеку я. Школу закончила, поступила в наше училище кулинарное. То есть по специальности? По специальности, да, повар-кондитер. Ну, на повара я не пошла, так как люблю печь, начала печь. А бывает, что вот не всегда получается как хочется, то есть подвела духовка, бывает, со светом у нас проблемы бывают, но мы выкручиваемся. Допустим, дома максимум там 2-3 выпечки в день. Да. А здесь, вот вы сказали, 15, то есть 20, да, 20 у нас много. Бывает, то есть здесь ритм. Да, здесь у нас ритм. Как цех. Не как цех. Работа есть 9 до 6, 9 до 10, до 2 ночи сейчас, естественно, на праздники катаем. Не устаете? Устаем. Что делать? Надо всех выручать, всех праздники украсить надо. Макяна аҽырҭ баараган ахьала убыс сгәы иаанагот макьана исзымҳаӡаз сыҽсырҭбаартә еиԥш сара саасҭа иӷәӷәа кондитерцәа Аԥсны даара ирацәоуп. Сара кондитерк иаҳасабалагь уиаара схы сшьаӡом, избан акәзар уи аган ахьала аҵара салымгаӡеит. Абас схы излаӡбо ала исылшо хәыҷы ҟасҵоит, ауаа иргәаԥхоит. Ус саԥхьаҟа исҭахуп даара абас идумкәа кафе хәыҷык аартра, ауаҩы днеины ианиҭаху ачыс ааихәартә еиԥш. Ҳара заказлоуп аус шаҳуа. Изеилыскаауан абри адәқьанқәа рахьгьы акагьы ашәҭаӡом. Мап. Ара мацара, избан? Адәқьан ахь исыҳәоит, аха акагьы асҭаӡом, избанзар адәқьанаҿы иахьа ирзымҭирауеит, уаҵәы ирзымҭирауеит. Сара снапы бжьысхыр сҭахӡам, избанзар сара саахәаҩцәа, склиентцәа ашьцылахьеит, есымша зхаҭабзиара бзиоу ачыс раҳҭоит. Имбиртә печениақәа ҟаҳҵоит, даара иԥшӡоуп, ҳамҭасгьы ауаҩы иуҭар ауеит. Абри имбиртә печение шықәсык аҩны иумазар шықәсык анҵыр амоуп, шықәсыкгьы еиҳаны, убри ашьҭахьгьы умшәакәа ахәыҷқәагьы рҿауҵар ауеит, избанзар ари атеста акарамель ала иҟаҵоуп. Араҵәҟьа изырчуа ҳәанкагьы амаӡам. Нас ихалом абри шәклиентцәа иаҿарҵаз анагӡара шәхашҭуа уссак ршәыхьхьома? Исыхьхьеит, зныкымкәангьы исыхьхьеит, убыс иҟалахьеит, ауаҩы дасуеит, Алена, сааҭк ала ҳнеиуеит, ҳчыс ҟаҵома, иаҳарак абри ахәыҷқәа рымшира ныҟәом. Убри зыҟоуп ауаҩы данысзаслак иаразнак ианысымҵар ақьаадахь ианысхашҭуа. Сааҭк аамҭа сышәцәот, убри сааҭ ала иаразнак еиқәыршәаны иҟаҵаны, адоставкагьы ҟаҵаны, избан акәзар иаҳхару шыҟоу ҳдыруеит азыҳәаны, аха иаҳаулакгьы ахәыҷы имшира абжьы мхыкәаны аҭыԥ иқәаҳҵоит. Аҩны ачыс аҟаҵара шәанбархьӡо, ианбаҟашәҵо? Аҩны ачыс аҟаҵара дунеихаан сыхьӡаӡом, ашықәс ҿыцқәа раан, иҳамоуп арестораанқәа, иҳамоуп, сара ачыс саҿуп, аха аӡәы чашә даҿуп, даҽакы даҿуп. Убри азыҳәан иахьа зегьы аҭелла уасны иаҿауҵоит, сара џьоук ачыс. Аха амыхшақәагьы? Аха амыхақәа ҟасҵаӡом.
Кранхозер убриан хажвит игис аныху ятохочис убри сасана чис шачарцуев сарги сыфат дачаджеречас. И аторт корыла пара ибзини узырхаума яха фейдалома бриухала нугукар бриус яхаш хауи. Харада фейдалоп аха яра ишохто ютивазар килала яхаб. Усхан яхайрачана пара урхаует. Аха сара усхастадзом сара исымша ягрхан истриует. Сджаба ишохто яра йохто акустадзом. Избанзар уажәаԥсҭазаарак хәыҷык ицәгьоуп, убри ачыс сала зегьы рҳаны, упроблема қәа зегьы аҭыԥ иқәҵаны ус иауӡом. Хәыҷык ауаҩыгьы уизхәыцроуп, уаргьы мааҭк узаанхартә еиԥш, аус уцызуа ауаҩы илыхәҭоу лфахәы иуҭартә еиԥш, аӡәы ҳамҭас иуҭартә еиԥш, убри зегьы еилагӡаны, ишԥасҳәари, миллионла ԥара узмырҳаргьы, ухы ныҟәугартә еиԥш иурҳауеит. Аха уи аџьаба даара ирацәаны иацуп. Уи уанаҿу ухәыҷқәа урызхаӡом, уҭаацәа урызхаӡом, ууацәа урызхаӡом, иахьуҭаху узцаӡом, узааӡом, иануҭаху узыцәаӡом, уԥсы узышьаӡом. Акаҳуаҵәҟьа ашьыжь утәаны, убри хә-минуҭкгьы акаҳуа сгыланоуп ишызжәуа, убригьы стәаны исзыжәӡом. Избанзар, ауаҩы иаҿеиҵазар асааҭ жәба рзы ашьыжь, мамзаргьы ааба рзы, ауаҩы данааилак ушҭа дук гылан дымԥшызароуп, убри иара ианаамҭо ишахәҭо иуҭароуп. Кондитерская Буше. Как и когда все начиналось? То есть у вас была какая-то стратегия или все пошло из-за того, что было огромное количество заказов и вот это оказалось огромным производством? Ну, я начинала сама одна. Как говорят, спрос рождает предложение. Были клиенты, поэтому я была вначале домашним кондитером, решила открыть маленький цех. Начинала с того, что у меня была одна помощница. Вот из одной помощницы выросла огромная кондитерская большое количество персонала, которого вы сейчас видели. Работаем по сей день, с большой ассортимент. Мы делаем торты, пирожные, десерты сладкие, на банкеты, свадьбы, дни рождения. Огромный ассортимент, все у нас тортики, пирожные. Вот трудовой коллектив, кого привлекаете, кто это и сколько человек у вас на производстве трудится? Ну, у нас всегда по-разному бывает, что кто-то увольняется, кого-то берем, но в количестве 10-15 человек. Обычно, ну как, это кондитеры, которые имеют какое-то образование, или чаще всего самоучки? Как? У нас есть 3 кондитера квалифицированных, с большим опытом, стажем, все остальные самоучки. Обучаем мы их здесь, сами передаем свой опыт, наши рецепты. Сегодня есть какой-то дефицит сотрудников? Конечно, да, хватает кондитеров, оформителей. Сложности бывают, что не каждый клиент может донести желание свое. И получается, что вот он говорит, я вижу вот так, мы объясняем, мы вот сделаем вот так, будет вот так. Иногда трудно убедить, что вот так лучше. И стараемся как бы с любым покупателем, с любым клиентом найти компромисс, чтобы и они остались довольны, чтобы праздник не испортился, и как бы, чтобы в любом случае люди завтра, послезавтра на любые праздники все равно пришли опять к нам. Умение понимать клиента. Умение понимать, правильно донести, что мы можем сделать, правильно донести состав, размер, потому что не все понимают вот по размеру тортика, говоришь, сколько сантиметров высота, диагональ. Но в любом случае это все надо оговаривать с каждым клиентом индивидуально, потому что мы-то как работники понимаем, как оно должно быть, но не каждый клиент это понимает, и потому с каждым клиентом индивидуально работаем. А вот сегодня вы принимаете участие в производстве, то есть печете ли вы, как раньше? Нет, сегодня уже я не пеку, я руководитель. У нас есть технологи, администраторы.
которые непосредственно занимаются работой кондитеров. То есть в цех я практически могу даже не заходить. Что самое главное в этом деле? Любой производственный процесс настроить не так легко. Какие первостепенные задачи вы обычно ставите перед собой? В первую очередь квалификация, конечно. Квалификация, какие-то человеческие качества, чтобы могли найти общий язык девочки, потому что работают, сотрудничают между собой. Один печет корж, другой делает крем, то есть у них такая взаимная работа. Да. У каждого узкая специализация. У нас нет такого, чтобы один кондитер изначально начал и закончил торт. Вот такая вот поэтапная работа. Пекарский цех, кремовый цех, оформительский цех. Вот так вот у нас. Сегодня каким требованиям должна отвечать кондитерская, чтобы остаться на плаву? Высокой квалификации. Мы стараемся, чтобы они обучались. Можно черпать знания из интернета, есть мастер-классы. Стараемся быть на уровне. Из каких продуктов вы обычно готовите торты? То есть это какие-то специальные, натуральные, или это то, что мы можем купить обычно в магазине? В обычных магазинах, но для оформления, конечно, это специализированные мастики, сливки, они в специальных, мы берем на специальных складах. Вы ведете какой-то постоянный мониторинг продаж, то есть что идет больше, что востребовано, а что нет, можно убирать из производства? На протяжении 15 лет как раз-таки мы выработали самые необходимые, востребованные, то, что нравится большему количеству людей. Это у нас постоянно есть на витрине. То, что считается меньшим спросом, они идут под заказ. Заказывают индивидуально, мы выпекаем. Да, конечно, есть выработанные уже рецепты. В вашем деле очень важна обратная связь. То есть наверняка она бывает, но она наверняка разная. Как вы реагируете? Конечно, реакция должна быть адекватная с нашей стороны. Я даже иногда и благодарна, если что-то нам подсказывают, чтобы мы откорректировали. Если нам не скажут, а уйдут к другим, конечно, это не есть хорошо. Поэтому я даже им за это благодарна. А то, что касается других кондитерских, знаете как, конкуренция повышает качество. Не будет конкуренции, не будет качества. Поэтому пусть все растут, развиваются, работают. На каждого будет свой клиент. Да, значит, обратная связь делает вас только лучше. Да, я думаю, что да. Очень люблю печь. Я сначала пекла дома для семьи, потом в буше требовались работники. Я решила попробовать себя здесь. И мне очень понравилось здесь работать. Очень условия тоже нравятся, коллектив тоже очень дружный у нас. И поэтому я уже 6 лет как тут работаю, и все у нас хорошо тут. У нас рецепты бушевские, до меня работали тоже профессионалы, поэтому я как работница пришла, и мне все подсказали, сказали, как делать все с тестом, как работать. И поэтому рецепты у нас уже давно есть, наши рецепты. А по объемам сколько в день приходится печь? И сколько производству нужно, столько и делаем. Ваш максимум за один день? По-разному получается. Бывает и 10, 15, 20. Это только мое. А есть еще и другие торты у нас разные. В моем работе надо катать тонкие коржи. И знаете, вначале было, сложно пока, но уже так как уже 6 лет я сама здесь работаю, уже, мне кажется, я уже привыкла. Поэтому... Когда вы стали сложности, то какие-то приходилось списывать, выкидывать продукты, какие вещи? Выкидывать нет, выкидывать мы ничего у нас не выкидывается, если что, чуть-чуть даже бывает пригорело, мы сразу это все делаем куда и на присыпочку, но у нас такое не бывает. Применение сразу. Так как скоро Новый год, мы делаем заготовки на 31 декабря. Это шишечки, подарочки, всякие аппликации, звездочки, елочки.
все, что востребовано. Скажите, как вы сюда попали? На самом деле это было неожиданное решение. Я с самого детства человек творческий, рисовала и писала. Мне предложили работу. Я решила попробовать. Вот так я здесь осталась. Здесь я уже работаю 1,5 года. Вот в день какой объем приходится работы выполнять? Знаете, всегда по-разному. У нас может быть и 7 позиций, это только наши мастичные. Да. Там отдельно. Иногда бывает по 12, по праздникам очень много. И всегда разный объем. Бывает и по уровню сложности тоже. Здесь нас 4, ну, мы работаем 3 посменно. Кто-то что-то заметит, подскажет, и мы сразу это исправим. Мы не даем клиентам то, что они не хотят. Что самое сложное в работе? Пытаться успеть все. Бывает прям очень много заказов, и когда здесь это, особенно сложно, когда в день есть это мастик. Это обтяжка, когда мы полностью мастикой обтягиваем торт. Вот бывало в мою смену свадебный торт 3-этажный. Помимо него еще и 3 мастичных торта. Вот это было сложно. Это за день? Да, за один рабочий день. Да. Анжелика, а ты чем занята? Я заготавливаю снежинки на Новый год, так как они очень у нас новогодние праздники актуальны. Ага. А твоя подружка рядом? Я почти закончила медвежонка из мастики. К сожалению, с каждым годом все менее и менее рентабельный наш бизнес. Ну, я думаю, что это общая политика такая. Конечно, очень сильно сказалось повышение цен на сырье. Это февраль, всем известное подорожание. Ну, так вот я скажу, что немножко это нас удручает. Мы ждем сезонные изменения. Это лето. Спрос у нас нормальный, спрос есть, но нет большой разницы между выручкой и прибылью. Вот в чем проблема. Ну вот если, допустим, говорить о ценообразовании, если говорить покупателю о цене, из чего состоит торт, то есть бывает такое, что приходится объяснять, что вот... Да, бывает такое. Иной раз сами покупатели говорят, иной раз даже дешевле купить у вас торт, чем дома испечь, потому что все-таки мы берем на оптовых точках, а они в розницу покупают те же продукты. Поэтому в основном понимают, конечно, но бывает, что не все знают, как это тяжело получается. Кондитерская Дольче Вита работает с 2011 года. Помимо своей основной работы, кондитерская еще занимается и благотворительностью. Делают отчисления на каждые праздники, детский фонд, дом престарелых. То есть, в общем, относим большие, приличные, ну, как скажем, подарки в виде сладостей, чтобы порадовать и больных, и здоровых, и детей в основном. На сегодняшний день кондитерская может взять на себя заказ любой сложности? Любой. Просто такой пример приведу последний. Взрослый мужчина приходит и заказывает. Могли бы вы для моего друга сделать гитару? А потом вы посмотрите там вот у нас. Ну только чтобы она прямо аж пылала. Я сказала, ладно. И он засомневался, честное слово. Но когда я вынесла этот торт, и он увидел, что там горит огонь, то он был просто, в общем, как сказать, но он не ожидал этого. То есть, получается, вы владеете всеми техниками в кондитерском мастерстве? Как и вы? В оформлении, да. Ну, в оформлении, да, точно. Но девочки занимаются именно, чтобы приготовить данное изделие. Мы обсуждаем заранее, какой торт, с какой начинкой, что бы мы могли сделать. И уже дальше, после этих обсуждений, мы делаем сборку. Ну, да, вот над одним тортом, получается, работает целая команда. Конечно. Насколько здесь важно, слаженно работать? Ну, да, это в самом деле важный вопрос по той причине, что должен быть вкусный бисквит. Это одна бригада, ночная смена печет, так? Должна быть правильная сборка торта, чтобы было не стыдно отдать покупателю,
чтобы это было вкусно, чтобы этот покупатель снова пришел. Поэтому нужно не только испечь, собрать, но еще и украсить красиво. Поэтому мы всегда говорим, прежде чем вот вы пришли заказ сделать, я всегда предлагаю, откройте Инстаграм, посмотрите наши торты, вас такое устраивает? Но декор по вашей части. Да, да. Весь декор, Полностью который- все оформление торта. На сегодняшний день тут работают девочки, все, которые закончили училище. Ну вот Вика работает уже 2 года, Миранда работает полгода. То есть, в общем, это... Повар-кондитер по специальности? Да. Они имеют образование, поэтому мы уже с ними... Образование – это одна сторона, а там же не преподают, как, допустим, надо вот это сделать или вот это сделать. То есть уже девочки приходят на производство, и мы должны им донести, что вот это вот нам надо вот так, а вот это нам нужно вот так. Ну, в наше время удивить современного заказчика – это задача не из легких, я считаю. Какие приоритеты у вас в кондитерской? То есть это вкус, качество, внешний вид. Что вы ставите во главу угла? Вкус на первом месте, чтобы, покушав этот торт, вы подумали, да, правда, там вкусно, очень вкусно. И прежде чем сказать, что вкусно это или невкусно, мы спрашиваем, а что вы желаете? А что вы любите? Я всегда задаю один вопрос. А вы орехи и изюм любите? А шоколадный или белый бисквит? И если покупатель говорит, что я люблю вот это, тогда на основании этого мы и можем предложить, как бы сказать, то, что он желает. Пирожное Павлово. Тарази хаупсез гопхода гамит. Вика, Павлова да иптируэ, набыя дыруэ. Зиги медовый торт почти зиги строит про зиги брейсте санай. Шакацуэ раха? Вишукса цуэт про марта зиалот вишукса про улас зуэшти. А у нас сухой каптауэ, маскала шакабуэ. Жухпа. Ага. А если чна с бома? Ей, мчиша выходной семьи. Лома бишук тахуская на лунзой. Апха ял зумасы шестахазаха нас ходжа зигисце. А юны афатра бахидзома? Сарайну санеу маму. Скажите, пожалуйста, срок хранения тортов на вашей витрине? А у нас получается так, мы сегодня, вчера собрали, сегодня продали. Вот пришел к нам капризный клиент и спрашивает, а у вас этот торт когда сделан? Мы ему, допустим, объясняем, что вот мы вчера собрали, вот, а мне такой не нравится, я хочу, чтобы был сегодняшний. Мы так делаем. Вчера собрать и сегодня продать не всегда получается, правильно? Или... Ну, в общем, те торты, у которых начинка имеет маленький срок, их, соответственно, меньшее количество. Но мы же все знаем, что в Абхазии самый ходовый – это медовый торт. Он же стоит не один день. Каждое утро, чтобы открыть магазин, девочки из цеха выходят и делают проверку всех подряд тортов. Ну, у нас цена по тортам примерно выведена в 2 видах. Большой торт 1700, маленький торт 900 рублей. А вот мониторинг продаж ведете? Вот что люди готовы постоянно покупать, а на что не обращают внимания? Есть такая статья? Ну, допустим, можем так сказать. Самое ходовое у нас это эклеры. Мини-эклеры, длинные эклеры, круглые эклеры. Это самые ходовые. Самые ходовые торты это сметанный, Виктория. Это те торты, которые медовые. Ну, хотя все, я уже говорила, что все в Абхазии это пекут, но люди приходят купить маленький тортик в подарок. В наше время соцсети – такой двигатель роста. В кондитерском деле это необходимость? Я считаю, да. Потому что человек, который посмотрел, он тут же пишет мне. Вот, допустим, у нас выставлены шоколадные шары в этом году первый раз. Значит, такой шоколад, где тут целая картина, это первый раз. И, соответственно, человек, увидев на нашей странице такую картину, тройку русскую, спрашивает, сколько стоит.
можно ли уже купить. Светлана, на тортах можно хорошо заработать? То есть сегодня очень многие идут в эту сферу, очень много кондитеров стало. Ну, у любого кондитера, помимо того, что хороший и вкусный торт, должна быть своя еще аудитория, назовем так. То есть те клиенты, которые приходят постоянно. Вот у частного лица, так как я работала как частное лицо, это определенный круг людей. А когда кондитерская, это совершенно противоположное. Потому что это уже наработанное не первый год. И вкусовые качества, за которые отвечает группа сотрудников, работающих здесь, чтобы не уронить свою марку и чтобы была всегда вкусная продукция, вот за это всегда и отвечает сама именно кондитерская.